Санатории «Черноморская зорька» и «Северное сияние», принадлежащие региону, должны сменить свой юридический статус и перейти на круглогодичный режим работы. Такое поручение дал глава республики Владимир Уйба по итогам заседания правительства. Сегодня в этих санаториях отдыхают всего 10-15% наших детей. Остальные из других регионов. Для эффективной работы оздоровительных лагерей на Черном море необходимо принять кардинальные меры. Значит, нужно снять юридический статус ООО, который работает на кого угодно, только не на здоровье наших детей, перевести их подведомственными учреждениями в Минздрав и в Министерство образования, науки и молодежной политики, ввести круглогодичный режим работы этих учреждений, круглогодичный, подчеркиваю, и тем самым мы практически в разы увеличим емкость наших учреждений, уже оздоровительных, реабилитационных. Владимир Уйба добавил, что в этом году республика проиграла конкурс по Черноморской зорьке и Северному сиянию, так как санатории работают по 44-му федеральному закону и установили стоимость путевок выгодную для себя, а не для детей республики Коми. Глава поручил правительству, не отменяя ранее заключенные с санаториями договоры, параллельно вести работу по изменению статуса учреждений, а также предусмотреть дополнительное финансирование. Если мы опять начнем считать прямым счетом, сколько это потребует денег из бюджета, то мы в очередной раз выплеснем ребенка с водой. Потому что когда мы говорим о здоровье детей, ни в коем случае нельзя подпускать экономистов к этой работе. Потому что экономисты считают только так. Плюс на минус, что получается. А когда мы говорим о здоровье детей, мы должны комплексно смотреть, комплексно. Что будет в том случае, если мы детей не оздоровим? Что мы получим в будущем? Какое поколение мы получим? Мам и пап? По прогнозам Министерства образования, науки и молодежной политики Коми, в этом году в различных типах лагерей отдохнут и поправят здоровье 35 тысяч детей. Из них 2 тысячи посетят лагеря на Черноморском побережье. Старт летней оздоровительной кампании запланирован на 1 июня.